Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Делькимбаев. Я рад поделиться некоторыми идеями по приготовлению вкусных и полезных блюд для маленьких детей. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для всей семьи. Полноценное и разнообразное питание является важным фактором для здоровья матерей и детей. Вы что-нибудь слышали о 1000 дней окно возможностей? Это время от беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физические и умственные возможности до достижения полного потенциала зависят от правильного питания и ухода именно в первую 1000 дней. Я собираюсь поделиться некоторыми рецептами, которые легко приготовить дома. Ингредиенты для этих рецептов легко приобрести в магазине, и я уверен, что они понравятся всей вашей семье. А сегодня мы с вами приготовим очень легкое блюдо, которое можно использовать и на обед, и на ужин. Это блюдо называется суп с фрикадельками или суп с мясными шариками. Для этого супа нам понадобится растительное масло, фарш, яичный желток и овощи. Но прежде мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Прежде чем мы начнем приготовление нашего блюда, необходимо поставить кастрюлю на плиту, налить воду и дать ей закипеть. А пока вода закипает, я подготовлю картофель. Прежде я картофель помыл и очистил. Теперь я должен этот картофель нарезать небольшими кубиками. Яйца, домашняя птица, рыба и мясо имеют важное значение в питании ребенка, и нужно, чтобы дети ели продукты животного происхождения несколько раз в неделю. Необходимо мелко измельчить, чтобы ребенок мог покушать. Сегодняшний рецепт нашего блюда включает мясо, фарш и может быть в виде отличного обеда или ужина. Это рецепт для детей с 12 месяцев. Годовалые дети могут присоединиться к семейному столу и есть измельченную пищу в размере 300 мл или 20 столовых ложек. Ну, это будет примерно как эта кружка. В этом возрасте ребенку нужно давать разнообразную пищу для того, чтобы он пробовал есть ее сам. Как только вода закипит, мы можем добавлять порезанный картофель. После картофеля в кастрюлю сразу пойдет лук и лавровый лист. Причем лук не нужно шинковать. Его можно положить целиком, большую головку половинку или маленькую целиком. Пока варятся овощи, мы можем приступить к приготовлению фарша. Для этого я пропустил несколько раз фарш через мясорубку, чтобы его текстура стала мягкой и более удобоваримой. Однако вы можете также фарш пропустить через блендер. Мне нужно взять фарш, положить его в тарелочку и добавить 1 желток. После добавления желтка мы скатаем шарики, но помните, что фарш не солить, не перчить не нужно. Дорогие мамы, продолжайте кормить детей грудным молоком до 2 лет. Это гарантирует то, что ваш ребенок будет здоровым, умным и хорошо расти. Смешиваем фарш. Некоторые хозяйки, когда вымешивают фарш, добавляют в него слегка отваренный рис.
Но мы сегодня будем добавлять детскую вермишель отдельно, поэтому рис сюда я добавлять не буду. Теперь мы можем скатать шарики. Начало дополнительного кормления детей требует любви и терпения. Дети 6 месяцев учатся есть, и для них все новое, и текстура, и вкус еды. Опекуны и родители должны выделить достаточно времени и убедиться в том, что ребенок поел и получил достаточно питательных веществ. Итак, я приступаю к приготовлению шариков. Я разделяю фарш и начинаю его вот таким образом крутить и выкладывать на тарелочку. Пока варится картофель, я приготовил мясные шарики. И теперь я могу приготовить еще небольшую зажарку. Для этого я возьму морковку, натру на терочке и слегка проспассирую в сковородке с небольшим количеством хорошего растительного масла. Мне понадобится одна морковочка и терка. Морковочку натру на терке. Дорогие родители, не забывайте, что ребенок нуждается в 3-разовом горячем питании и в 2 перекусах в день для того, чтобы получить все необходимые минеральные вещества и витамины. Следующим шагом я разогрею сковороду. Добавлю немного хорошего растительного масла. Пока греется масло в сковороде, я могу опустить в кипящую воду приготовленные мною мясные шарики. Слегка помешаем, чтобы шарики не прилипли ко дну. Что ж, масло уже подогрелось, и я могу теперь сюда положить морковь. Как только морковь слегка спассируется, я могу ее переложить в кастрюлю с моим супом. В качестве дополнительного ингредиента к супу я добавлю немного сладкой красной паприки. Она придаст цвет и также придаст немножко более ароматный овощной вкус. Наш суп почти готов, и теперь мы из него можем извлечь луковицу и лавровый лист. Теперь я могу суп немного подсолить. Теперь, когда мы подсолили суп, можно добавить детскую вермишель. Для этого можно использовать различные виды вермишелей. Можно использовать буквы, звездочки, либо небольшую лапшу. Самое главное, чтобы детям было это интересно есть и было это вкусным. После того, как мы добавили все ингредиенты, мы ждем 5 минут и можно начинать сервировать стол. Прежде чем начать сервировку, я подготовлю немного зелени, чтобы я мог ее посыпать сверху. Для этого я возьму лук и укроп и слегка измельчу его. Измельченную зелень я выложу в блюдечко, и теперь я могу приступить к сервировке супа. Чтобы получить доступ к этому рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А теперь я напомню вам, из чего мы приготовили сегодняшнее блюдо.
Основные ингредиенты на 4 порции. Мясной фарш нежирный 300 грамм, желток сырой 1 штука, картофель 3-4 штуки, лук 1 штука, лавровый лист 1-2 штуки, морковь 1 штука, вермишель детская 1 столовая ложка, соль, специи и зелень. Также можно добавить болгарский перец 1 штуку. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!